У нас в республике вольная борьба славится, начиная с 1956 года и является видом спорта номер один. И действительно, мы рады, что вольная борьба является олимпийским видом спорта. Поэтому у вас прекрасное будущее, прекрасные перспективы. Занимайтесь вольной борьбой, выигрывайте, защитите честь Дальнего Востока достойно. Приехали самые сильнейшие с Хабаровска, с Амурской области, но при этом превосходство наших борцов сразу вот видно, что выигрывают во всех весовых категориях. У нас прошли учебно-тренировочные сборы очень успешно и надеемся, что в финале спартакиады будут представлять Дальний Восток достойно. Я хочу сказать, что организация соревнований прошла на высоком спортивном уровне. Вы видите прекрасно, что 2 ковра, уютный зал, судейство прошло на высоком уровне, судьи международной категории, лучшие судьи обслуживали и выиграли схватки действительно сильнейшие. Ну, будем так говорить, 90% в весовых категориях выиграла Республика Саха-Якутия. У нас девочка одна стала чемпионкой. Вторая девочка наша заняла 2-е место. И среди мальчиков у нас 3 бронзовые медали. Ну, нам тяжело. Раньше якуты приезжали к нам, учились. Сейчас мы у них учимся борьбе. Ну, это в частности вот в Хабаровске. Они учились в институтах у нас. Я сейчас сюда приезжаю, много друзей уже, тренеров, заслуженных тренеров Якутии. Вот, общаюсь с ними. И их ученики с моими учениками борются. Да, сейчас тяжелее, конечно, догнать якутов. Но можно. Мы же выигрываем где-то в каких-то весовых категориях. 3 медали, к сожалению, золотых мы отдали. 2 года назад наша команда заняла 1-е место, это на России. В этом году Россия будет в Раменске. Самая быстрая цель стоит у нас на спартакиаде России, занять 1-е место.